Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лед тронулся. В Ленском районе наблюдают ледоход. Озвучим актуальную гидрологическую обстановку. У нерюнгринцев осталось всего 2 недели, чтобы набрать необходимое количество голосов. Расскажем, как сделать столицу Южной Якутии более комфортной для жителей. Дети с гордостью пронесли таблички с фото своих героев-прадедов. Патриотический праздник организовали для воспитанников детского садика. Гидрологическая обстановка на реках Якутии спокойная. Накануне лед на реке Лени сдвинулся у Ленска, однако в настоящее время ледоход у города приостановился. За последние 4 часа уровень воды поднялся на 3 сантиметра. Таким образом, большого притока воды специалисты сейчас не наблюдают. В ближайшие сутки ожидается движение льда на участке Ленск-Нюя. Как вчера все заметили, да, лед у нас была подвижка льда в районе города Ленска. Лед приостановился, потому что уровни еще достаточно низкие. Выше Ленска там где-то образовался просто затор, и притока воды сейчас большого нет. И за последние 4 часа уровень в городе Ленске поднялся всего 3 сантиметра. Но сегодня, максимум завтра, мы ждем вот это движение ледохода на участке Ленск-Нюя и вниз до Алекнинского района. По реке Амга она должна выйти уже в устье, то есть выйти на реку Алдан. А река Алдан выходит на Лену примерно по предварительным прогнозам с 17 по 20 мая. Пока все по территории продвигается достаточно хорошо, согласно прогнозам. Между тем, в речном порту Ленска завершается подготовка к навигации. Всю зиму в цехах кипела работа. Один из важных ее видов – это ремонт узлов и механизмов портальных кранов. Еще осенью их демонтировали и отправили в ремонтный цех. В апреле все оборудование установили обратно. После монтажа портальную технику испытывали на техническую готовность. Перед новой навигацией она должна пройти техническое освидетельствование. С приходом первого судна краны причальной стенки включатся в работу. Очередную навигацию коллектив встречает в полной готовности. Верхняя причальная стенка, за мной краны, они уже все 100% готовы, испытаны и приняты в эксплуатационную готовность. Остальные краны также в техническую готовность приняты. Остается провести испытания. Вступили в завершающую тоже стадию. Это часть людей у нас уже трудоустроена, готовы выйти на работу. В Якутске работают над единой концепцией озеленения улиц. Это принципиально новый документ, задачей которого станет не только создание плана посадки деревьев, но и мероприятия по системному содержанию и уходу за легкими столицы. В создании участвуют не только специалисты администрации, но и ученые-биологи и даже предприниматели-садоводы. Насколько реально превратить столицу в зеленый рай и почему этот вопрос до сих пор никак не может решиться, рассказывает Ульяна Шагина. То, что растет, у нас срубают. Вот это проблема. Из высаженных где-то 20-30% выживает. Это и то спасибо. Еще бы какие-нибудь акации, такие кусты. Концепция по озеленению столицы – документ не просто нужный для горожан. Его создание должно стать первым важным шагом, чтобы столица наконец-то стала зеленой. Стратегия озеленения города Якутска, она должна иметь четкие показатели на протяжении 50 лет. Мы должны себе поставить измеримые цели по количеству многолетних кустарников и деревьев, которые должны будут высаживаться и должны будут приживаться на территории города Якутска. Один из главных пунктов в новом документе – создание органа, который должен заниматься уходом за высаженными растениями. Ведь посадить – это одно. Нужно еще сделать так, чтобы растение прижилось. Причем заниматься посадкой должны специалисты. Бульвар Учителя появился в столице всего 3 года назад. Это общественное пространство – наглядный пример того, что случается с растениями, если не обеспечить им должный уход. Проектная документация изначально подразумевала здесь озеленение по всему периметру. Порядка 2000 цветников, 1500 кустарников и даже сосна обыкновенная в количестве 55 штук. Что из этого прижилось, можно увидеть собственными глазами. Здесь были применены 36 видов многолетних растений, но, как мы видим, от этого ничего не осталось, ничего не сохранилось, так как нет должного ухода.
Скуден и ассортимент городских деревьев и кустарников. В основном это ива прутовидная, а также березы. Биологи в один голос твердят, нужно расширять не только количество растений, но и их разнообразие. Мы предлагаем и растения, которые уже прошли длительные испытания у нас на территории Якутии, которые могут быть с успехом использованы. Например, та же самая яблоня ягодная, сирень. Мы постараемся, конечно же, учесть пожелания граждан, которые настаивают на то, чтобы сменить иву на другие более декоративные растения. Постараемся больше упор сделать на березу, на ель. Может быть, сосны будут какие-то в небольшом количестве. Рябины постараемся добавить. При этом ботанические сады сегодня не имеют возможности покрыть потребность столицы для промышленного озеленения. Для этой цели в Якутске должен появиться собственный питомник, о создании которого говорят уже много лет. Кстати, в новой концепции этот пункт также учли. Земельный участок для питомника уже нашли, пока это будет территория в 1 гектар. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутии уже несколько лет реализуется проект формирования комфортной городской среды. Именно жители городов сами решают, какие территории больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Как проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов в Нерюнгринском районе, расскажет Ирина Кичигина. Основные цели данного федерального проекта – это сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. Сегодня мы сами можем выбрать общественные территории и дизайн-проекты для благоустройства. С 26 апреля в Нерюнгри стартовало голосование за дизайн-проект по благоустройству сквера «Западный» в районе школы номер 18. У нас действительно с детьми некуда, негде ходить, негде погулять, площадок детских дворов нет, спортивных нет. Поэтому это был бы очень хороший такой уголок уютный. Пожалуйста, все голосуйте за проект нашего сквера. Это будет самым прекрасным местом отдыха для нашего города. До конца голосования осталось всего 2 недели, но нерюнгринцы не проявляют необходимой активности. Для того, чтобы пройти отбор, нужно набрать не менее 10 тысяч голосов, а на сегодняшний день проголосовало всего около 1000 человек. Проголосовать можно на сайте Горсреда. Там указать регион, город, свои фамилию, имя, отчество, телефон и выбрать один из предложенных вариантов дизайн-проекта. Предложено будет 2 способа проголосовать. Способ один по номеру телефона, другой госуслуги. Рекомендую голосовать по номеру телефона. В чем там есть один такой момент. В общем, кодом подтверждения являются последние 4 цифры номера, который поступит на ваш телефон. И можно не отвечать, можно не реагировать на этот звонок, просто ввести последние 4 цифры номера телефона. Множество территорий получили новую жизнь в разных городах и поселениях России. Теперь от нашей активности зависит, станет ли Нерюнгри одним из них. Не будьте равнодушными к судьбе своего города. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Гастроли Российского государственного академического театра имени Волкова начнутся в Якутске с 16 мая. Ярославцы привезли с собой 3 спектакля: «На краю земли», «Калина красная» и «Москва-петушки». Состав труппы порядка 50 человек. Накануне в Русском театре столицы Якутии прошла встреча с заслуженным артистом России, режиссером театра и кино, художественным руководителем Ярославского театра Сергеем Пускипалисом. Актер рассказал о значимости театральных гастролей, о привезенных постановках и ответил на вопросы. Я впервые в Якутии, я знаю, что это очень гостеприимное место, Якутск, и люди. И мы, так сказать, с внутренним трепетом сюда ехали, потому что Первый Русский ехал тоже в Первый Русский, который находится в Дальневосточном округе. Один из старейших русских театров здесь, в регионе. Уже прошло 2 спектакля, говорят, достаточно успешно. Надеемся, что вот этот материал, который мы сегодня представим, «Калину красную», всем известную повесть Василия Макаровича Шукшина, произведет должное впечатление. Мы специально сюда приехали с Айрат Рашидовичем, с директором, с моим, чтобы поприветствовать зрителей Якутска. Воспитанники детского сада «Белочка» в Ленске отметили День Победы. Педагоги организовали интересное мероприятие под открытым небом. Дети присоединились к традиционной акции «Бессмертный полк», пройдя с портретами своих прадедушек и прабабушек вокруг здания детского сада.
Патриотический праздник начался с шествия. Воспитанники старших групп вышли с табличками своих героев-прадедов. Их дети несли с гордостью. И каждый из ребят четко знал историю своих героев, воевавших или трудящихся в тылу в тяжелые годы войны. У меня изображен мой прадедушка. Он трудился в тылу, потому что он был глухой. У него была проблема с ухом. И он пек хлеб для военных. На территории учреждения была создана особая тематическая атмосфера. Для ребятишек организовали праздник Победы с военными песнями. Девочки исполнили песню «Катюша», а мальчики первым делом самолеты. Одновременно танцуя, они как будто вжились в роль настоящих солдат. Также для ребят были организованы конкурсы, в которых они с удовольствием участвовали. В этом году мы решили присоединиться к акции «Всероссийский бессмертный полк». Дети принесли портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы приготовили флешмоб, в котором участвовали дети, педагоги нашего детского сада. Дружный коллектив педагогов детского сада организовал хороший праздник. По довольным лицам воспитанников сразу понятно, что он удался. В завершении мероприятия ребят ждал еще один приятный момент – вкусная солдатская каша. Да, мне очень понравилась, и она очень вкусная. Память тех, кто принес нам мирную жизнь, ребята почтили минутой молчания. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.